Дождь далеко не всегда благо для хлебороба. Еще не забыта тяжелая страда 1978 года в нашей нечерноземной зоне. Поэтому, когда в августе зарядили дожди, Чувашский обком КПСС обратился с открытым письмом к труженикам республики за помощью. И тысячи горожан откликнулись на призыв спасти урожай. Такие картины можно было видеть этой осенью и в пригородах Чебоксар, и в районах Чувашии. Наша съемочная группа отправилась в Яльчикский район, в колхоз «Победа», одно из самых крупных и крепких хозяйств республики. Председателя колхоза Александра Евменьевича Евтихеева нам удалось застать в летнем лагере крупного рогатого скота. И мы, конечно, не удержались от вопроса о горожанах. Горожане нам не нужны во время уборки. У нас трудоспособных колхозников и колхозников достаточно в колхозе. Они работают хорошо, производительно. Поэтому мы не обращались никогда за горожанами, чтобы за помощью и на копке картофеля, и на уборке зерновых, и на других работах. Справляемся сами, своими силами. А почему вы отказываетесь от помощи горожан вашим колхозникам? Могут испортиться, могут. Потому что будут надеяться, приедут студенты, приедут с завода рабочие, доделают, а время не ждет, надо торопиться, осеннее время особенно. Погода плохая, дождливая, надо быстрее убрать картофель и свеклу. Поэтому каждый чувствует ответственность за собой и стараются быстрее завершить все полевые работы. Что позволяет колхозу «Победа» обходиться без посторонней помощи, даже в такой сложный год, как этот? У нас организация, имеется в виду, комплексные бригады в колхозе. Это так исторически сложилось. Каждая деревня, они у нас села, деревни большие, по 100, по 300 дворов. И в каждой деревне бригада комплексная, во главе которой стоит бригадир комплексной бригады. Он как руководитель бывшего маленького колхоза. Бригадиры у нас все опытные. Вот, например, взять Николай Иванович Панкратов, бригадир 2-й бригады, заслуженный работник сельского хозяйства Чувашской ССР. И другие все опытные бригадиры. У них большой стаж, большой опыт, дело свое знают. Чтобы глубже понять суть бригадного метода, мы поехали к хлеборобам бригады Панкратова. Панкратовцы работали на полях соседней 3-й бригады. Свой хлеб они убрали досрочно, буквально в считанные дни, и теперь помогали отстающим. Глядишь на труд этих людей и понимаешь, что слова «каждая минута дорога» имеют для них конкретный, осязаемый смысл. И здесь нет практически потерянных минут. Таков трудовой почерк мастера уборки, лучшего комбайнера колхоза Николая Абрамовича Иванова. Самого бригадира мы встретили только поздно вечером, потому что хватает забот у него и на фермах, и на машинном дворе. Это тоже бригадное хозяйство. Наша бригада, несмотря на плохие погодные условия, с честью выполнила взятые на себя обязательства. Особенно старались механизаторы. Комбайнер Иванов и Сусметов работали, не останавливая агрегаты даже на обед. В эти моменты комбайны вели их помощники. Дружная работа – залог успеха. И еще высокая дисциплина. Если работники других бригад старались уйти с поля пораньше, наши оставались до заката. Прилагали все усилия, чтобы закончить уборку досрочно. Члены нашей бригады ежегодно получают по 42 копейки дополнительно к каждому заработанному рублю. Это по сравнению с остальными бригадами больше. А что скажут механизаторы о своей роли в уборке урожая? Мы, механизаторы, особое внимание уделяли своевременному техуходу и ремонту машин. Несмотря на позднее время, домой не уходили, пока не закончим полный ремонт, пока не проведем обкатку, пока не проверим, как работает комбайн. Работали от души, старались. Все комбайны проверялись тщательно, хозяйским глазом, поэтому они нас ни разу не подвели. И все сумели убрать вовремя. Из разговоров с колхозниками мы поняли, что большую роль в их работе играет социалистическое соревнование, и что очень важно, в колхозе «Победа» к нему подходят неформально. Первым на страде был опытнейший комбайнер Иванов, намолотивший более 11 тысяч центнеров зерна.
Но буквально по пятам за ним шел все время впервые севший за штурвал комбайна комсомолец Владимир Барин из 6-й бригады. Каждая звездочка на его комбайне – это 1000 намолоченных центнеров зерна. Всего за страду он намолотил 10 995 центнеров. Отрадно, когда в колхозе растет такая смена. Еще один герой жатвы 80 – шофер Владимир Иванович Кожевников. В прошлом году он, как победитель соцсоревнования вместе с бригадиром Панкратовым, был участником слета лучших хлеборобов страны в Звездном городке. Если обычно одна бортовая машина обслуживает один комбайн, то Владимир Иванович успевает отвозить зерно на ток от 2 комбайнов. Его результат – 20 189 центнеров перевезенного зерна. Высокопрофессиональный и сознательный труд – вот что отличает людей бригады Панкратова, да и вообще тружеников колхоза «Победа». Где бы они ни работали – на уборке зерновых, картофеля, хмеля или на молочной ферме. Как удается этого добиваться и что при этом играет главную роль, спросили мы у председателя. Заинтересованность хлеборобов. Надо заинтересовать. Внедрен хозяйственный расчет в бригадах. Каждый колхозник знает, если выше урожай в бригаде, он больше получит зарплату, значит денег больше получит и зерна больше получит. Поэтому хозрасчет именно это очень такой большой рычаг для повышения урожайности. А как решен у вас вопрос оплаты? У нас оплата гарантированная, основная плата, и дополнительная плата. Дополнительная плата составляет, в зависимости от, как мы завершим год, процентов 30, 40 до 50%. Так что в конце года колхозник получает почти 6-месячную зарплату, еще плюс к основной оплате. Скажите, для чего все это делается? Какова ваша главная цель? Ну, главная цель это, конечно, чтобы благо людей повышать. Больше хлеба, лучше живет колхозник, больше денег получает, и хорошо. Это главная задача. Да, конечно, экономический рычаг – один из главных в деле поднятия сельского хозяйства. Но, как говорят, не рублем единым жив колхоз и колхозники. И, наверное, не менее важно, чтобы на земле этой росли труженики, а не потребители и рвачи. Вопросы воспитания, они всегда были, остаются, конечно, но и надо воспитывать людей, чтобы человек свою ответственность чувствовал, отвечал за свою работу, свое рабочее место, чтобы план выполнял, каждый труженик выполнял, и чувствовал, чтобы это наш колхоз, а не я отдельно, чтобы наш колхоз, наше хозяйство, наша ферма, тогда отдача наша больше будет. Именно через ответственность каждого работника колхоза к общему высокому результату. И еще, в колхозе «Победа» не принимается необдуманных решений. Здесь раньше все 7 раз взвесят и отмерят. Она кердепер обязательно. Она уже металл, хадерлеп, брумберги, изегельме буштармар металл, оборудование хадерлеп придет. Товарищи, конечно, надо строить много, но нам необходимо, взвешивая свои ресурсы, возможности, построить в первую очередь то, что необходимо сегодня. А об остальных объектах давайте подумаем. Вот так. Все вроде бы просто и понятно. И нет особых секретов. А колхоз «Победа» за свои успехи награжден орденом Ленина, Красным знаменем Совета министров СССР и ВЦСПС, удостоен 5 дипломов ВДНХ и занесен на всесоюзную доску почета. Есть много путей повышения продуктивности сельского хозяйства. А бригадный метод, что внедрен в колхозе «Победа», один из них. И он дает свои результаты. Десятки тысяч центнеров зерна, овощей, мяса и молока, которые ежегодно колхоз продает государству.